Учебный процесс во всех образовательных учреждениях республики в этом году начнется 5 сентября. А 3 сентября на Соборной площади пройдет акция памяти, посвященная невинно убиенным жертвам во время террористического акта в первой школе города Беслан, Республики Северная Осетия. Пресс-конференция с участием представителей Министерства образования и науки республики прошла в Госкомитете информации и печати. Все запланированное по текущему ремонту и обустройству учебных заведений к началу учебного года близятся к завершению, отметила Элиса Гаглоева. В этом году впервые школьный порог переступят более 700 первоклассников. По предварительным данным их 701. Да. Но это только предварительные данные, эта цифра будет еще увеличиваться. Точные данные мы получим только 5 сентября, когда все образовательные организации отдадут нам свои отчеты. В прошлом году их было 771. Где-то на 70 человек уже разница чувствуется. Но пусть это никого не пугает, я еще раз повторяю, это всего лишь предварительные данные. Также в новом учебном году обучение остинского языка и литературы будет осуществляться по новым современным стандартам. Как уточнила заместитель министра, обновление программы обусловлено необходимостью введения новых терминов с учетом современных стандартов. Обновились учебники по географии Осетии и традиционной культуре Остин. Сейчас они на стадии печати и в скором времени будут переданы во все школы республики. Также программа начальной школы полностью перешла на новый уровень образования. Большой вклад в разработку новых программ внесли авторы учебников под руководством Зои Битаровой. Новый учебник истории Осетии с этого года пока не будет вводиться, поскольку вызвал много дискуссий среди общественности. На общем педсовете президентом республики была поставлена задача начать совместную работу историков Севера и Юга Осетии для написания одного учебника. История у остинского народа одна, и учебник тоже должен быть един. По словам Гаглоева, этот вопрос будет и дальше прорабатываться. Интересовались журналисты и вопросом питания в образовательных учреждениях. Если раньше учащиеся государственных школ в перерыве между уроками получали сдобную булочку и фруктовый сок, то теперь сумма дотаций на питание увеличилась, и меню второго завтрака более разнообразен. Ситуация здесь изменилась, и уже в течение года, с сентября прошлого года, наши дети получают совершенно другой второй завтрак. Извините, а вот в гимназии там булочка и сок? Но гимназия – это частная образовательная организация. Это доля участия государства в жизни частных образовательных организаций и доля самой частной образовательной организации в участии своей, работать своей организации. Государство принимает серьезное участие в работе частных образовательных организаций и в их функционировании. Так они обеспечиваются теплом за счет государства, питанием за счет государства и заработную плату учителя тоже получают за счет государства. И тут стоит вопрос, а чем же занимается дирекция. Другой вопрос от родителей, мы часто слышим от родителей этой школы. Они сдают деньги на обучение, они задают нам, почему-то нам задают вопросы, а куда дети деньги идут, а зачем? Это не наше дело, собственно говоря, да. Будет ли вводиться единая школьная форма для всех учащихся республики и какие требования к внешнему виду вступят в силу с нового учебного года? А также ситуацию с мобильными телефонами и дорогими смартфонами учеников прокомментировала Элиса Гаглоева. В 2014 году Министерством образования было рекомендовано нашим образовательным организациям, дана такая рекомендация: белый верх, темный низ. Ребенок переступает порог школы, сдает свой телефон, и на время пребывания в школе этот телефон лежит в укромном месте хорошем. Вот он получает свой телефон, когда идет домой. И мы не можем запретить родителю купить, собственно говоря, ребенку смартфон, но мы им рекомендуем купить ему простой кнопочный телефон для того, чтобы вы просто знали, где находится ваш ребенок. Юго-осетинские выпускники не будут сдавать ЕГЭ. В этом нет необходимости, отметила заместитель министра образования и науки. Мы можем поступить как российские соотечественники, живущие за рубежом. Можем даже не явиться, можем отправить свои документы и потом получить ответ от вуза. Принимаем ваши документы или как? Вот так мы тоже можем поступить. Можем через квоты поступить. Посмотрите, сколько народ. Наши документы об образовании признаны Российской Федерацией, и это открыло нам все дороги. Значит, нашим выпускникам не обязательно проходить единый государственный экзамен? Не обязательно, но они пользуются
единым госэкзаменом, это когда все возможности уже закрыты. Да, ЕГЭ остается единственной, последней возможностью, только тогда. Но у них есть эта возможность. Мы организовываем им выезд в Северную Осетию, мы договариваемся с северо-осетинской стороной, какое количество у нас учащихся хотят сдать ЕГЭ. Это все проходит у них в организованном порядке, сдают и приезжают. На эти и другие вопросы отвечали представители Министерства образования и науки Республики Южная Осетия. Елена Газаева, Азиз Багаев, информационный выпуск «Сегодня».